С 30 декабря по 8 января в Очимчире проходил второй военно-исторический международный лагерь «Юный патриот». Дети из разных регионов Абхазии, Луганской Народной Республики, репатрианты из Сирии, в общей сложности 65 детей провели вместе незабываемые зимние каникулы. Организатор лагеря – Министерство обороны, образования, чрезвычайных ситуаций, культуры и охраны, историко-культурного наследия Республики Абхазия. Цель – объединить детей из разных стран на основе братства и взаимоуважения. Прошлым летом лагерь принимал детей из Южной Осетии. Регулярно здесь проводят время отличившиеся школьники со всех регионов Абхазии. Особенность лагеря состоит в том, что вожатыми являются военные курсанты. Детей учат истории, искусству, военных дисциплин и спорту. В этот раз впервые запущена программа «Сохрани себе жизнь», в рамках которой дети обучаются навыкам оказания первой медицинской помощи. Мы занимаемся военной историей для того, чтобы и дети из Абхазии, из других республик, которые приезжают, они эту историю знали, ее не забывали. Забывчивость, она приводит к тому, что теряются какие-то важные ориентиры. Вот мы стараемся об этом рассказывать. У нас наши друзья – это Министерство обороны. Здесь у нас вожатыми являются курсанты, наставниками являются офицеры. И они, с одной стороны, приносят сюда дисциплину и порядок, с другой стороны, они поддерживают известный авторитет армии. И третье, как оказалось, это очень хорошие воспитатели и друзья. Они добрые, душевные, отзывчивые люди. И дети, которые здесь находятся, они чувствуют с ними себя, как говорится, как за каменной стеной. Наша традиция, мы проповедуем принцип братства, сотрудничества, интернационализма. То есть это означает, что у нас здесь очень теплая домашняя обстановка. Вы могли уже увидеть, что дети все объединены между собой, они очень быстро находят общий язык. Мы все стараемся сделать для того, чтобы здесь прозвучала Абхазия, чтобы они узнали действительно примеры настоящей дружбы и братства. На этот раз перед организаторами лагеря стояла нелегкая задача – организовать времяпрепровождение детей из Луганска так, чтобы они хотя бы на время забыли о военных действиях у себя на родине. Сейчас у меня на родине, к сожалению, идет кровопролитная война, которая идет не по законам всем. Идет она ужасным способом, убивают детей, стариков, женщин, убивают очень жестоко, пытают. Город неоднократно обстреливался в течение лета 2014 года. Его обстреливали каждый день 24 часа в сутки. Город очень был разрушен. Я лично видел обстрелы и как убивали людей. Это останется на всю жизнь, эти ощущения. Война – это всегда ужасно, это всегда жертвы, это всегда страдают и дети, и мирные жители, и женщины, и старики. Мы не хотели этой войны. Город, можно сказать, находится на линии разграничения, постоянные обстрелы. До войны город был зеленый, маленький такой, много людей в нем проживало. Потом, когда пришла война, люди все поразъезжались, начались бомбежки, непонятные обстрелы, гибнут люди ни за что. Вот у меня на данный момент тоже родители все служат брат, мама, папа. И как бы задумываешься каждый вечер, когда обстрел, что же будет дальше. В 2014 году, зимой, когда первый обстрел города был, я как раз шел в то время еще в школу, и как раз начался обстрел этого района. И был непонятный шум, гам, сирена работала на весь город, суета началась. Не очень приятно, гибнут люди, в первую очередь. И гибнут тоже непонятно, потому что они воюют не с военными, они воюют с мирными жителями, они только их обстреливают. Живу я там, где проходят эти боевые действия, прям рядом. Было страшно, да. Из-за этого у меня погиб отец, он помогал, когда была бомбежка, он привозил стекла, стеклил людям бесплатно это все. Его потом ударной волной накрыло. 2 июня был авиаудар
на ОГА. В 2 часа дня на детской площадке упал снаряд, и, естественно, очень много людей погибло. Это для Луганска самое страшное, пожалуй, было. И это было неожиданно для всех. Но до сих пор у нас вспоминают, памятник там стоит. Вот, и до сих пор проходишь там, вспоминаешь всю кровь, та, которая там была. Поэтому тяжело. Война — это всегда ужасно, потому что умирают несчастные люди, как показывает практика. Вот умирают те, кто вообще ни при чем. Вот мирное население, вот им за что. Пытаются спрятаться, а некоторым вообще не получается. Ну, хорошо, как бы затишье в Луганске, а там, где подальше, там уже идут обстрелы и тому подобное. Как бы, не очень соблюдается тишина. Война — это очень ужасно, погибают люди, у которых много было возможностей улучшить этот мир. Если бы у меня была волшебная палочка, я бы остановила все войны, так как умирают люди, которые, не виноваты ни в чем. У меня папа погиб в военных действиях. Я попадала на эпицентре, когда бомбили. Мы тогда, все люди бежали, мы тоже бежали. Я даже, когда обстреливали, я даже не надеялась, что можно выжить. Война — это вообще ужасно, так как погибают невинные люди, которые ни в чем не виноваты. И из-за многих людей, которым что-то не нравится, должны страдать все. Лагерь был открыт традиционным возложением цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. Прививание воспитанникам лагеря знаний о военном подвиге абхазского народа является важным пунктом программы, поскольку это пример самоотверженности и патриотизма для подрастающего поколения. Лагерь «Юный патриот» – это не лагерь развлечений, это лагерь воспитания, тренировок и развития. Экскурсии – это само собой. У нас в лагере реализуются 4 программы. Одна программа «Сохрани себе жизнь». Мы прививаем детям культуру спасения и оказания первой медицинской помощи. Для этого специалисты МЧС здесь находятся и обучают детей. Вторая программа называется «Абхазия Open». То есть мы открываем детям из разных стран Абхазию такой, какая она и должна быть. Мы их показываем в самые лучшие места. Третья программа, у нас проходит фототренинг, у нас в лагере работает фотохроникер, и многие дети никогда раньше по разным причинам не видели себя на фотографии, или им неинтересно было фотографироваться. Они закрывают лицо руками, стесняются это делать, но по прошествии какого-то времени, когда они каждый день видят себя на большом телевизионном экране, им оказывается, что у них неплохая самооценка, они на самом деле симпатичные молодые люди. Им становится это интересно. У нас нет какого-то специального позирования. Просто мы формируем свой фотоархив, свою историю лагеря, вот такую же, которую вы видите в летний период. Вот примерно такой же подход. У нас до этого появляется уникальный исторический материал, который мы показываем на фотовыставках, в интернете. И дети с удовольствием потом смотрят эти фотографии и показывают своим родителям. Четвертая программа у нас связана с блоком Министерства обороны. Министерство обороны предоставляет нам все возможности для того, чтобы ребята усвоили какие-то военные первоначальные навыки. У нас даже в этот раз были тренировочные военные стрельбы с автомата Калашников. И ребята прекрасно справились с этой задачей, это вызвало огромный интерес. Вообще я хочу сказать, что вот эта идея военных нянек, военного воспитания, она у нас неплохо реализуется. Военные прекрасные воспитатели, они все самое лучшее, что у них есть, стараются отдавать детям. Недаром есть такой известный слоган, который был сказан еще там в 20 веке одним русским императором. Лучший союзник народа – это армия и флот. Вот примерно то же самое можно сказать и здесь. Еще у нас, конечно, программа физвоспитания. Дети обязательно занимаются спортом, но поскольку они находятся в Абхазии, то у нас есть задача оздоровления. При первой же возможности мы с детьми ходим на море. Они много кушают фрукты, овощи, натуральное мясо, молоко, сыр. Все, что требуется для того, чтобы полноценно питаться.
У нас есть так называемый фон лагеря. Наш фон – это музыка. Музыка сопровождает детей везде. Дети просыпаются под музыку, которая играет на этажах, ложатся под музыку, подбираются специальные мелодии. Дети у нас кушают под музыку. Вот когда вы придете в столовую, вы увидите, что все происходит на фоне музыки. Едят они у нас за одним общим столом. Но у нас в этот раз уникальный случай происходит. Дети танцуют под живую музыку, потому что в лагере работает вокально-инструментальная группа «Каданс». Вот флешмоб, который вы видели, это организовал Алик Алвердян, который руководит этим ансамблем. Вот мы культивируем это музыкальное направление для того, чтобы дети комфортно себя чувствовали и приучались к хорошей, качественной музыке. Конечно, у нас есть записанная дискотека, но мы стараемся именно такой подход проводить. А музыку нам предоставила радио «Сома». Это тоже наши друзья, и эту музыку мы с удовольствием используем. Вожатый абхазской делегации. У меня около 40 детей, которые, в основном это очень трудные дети из малоимущих семей. И так вот как наш лагерь военно-патриотический, мы вот собираем тех детей, у которых трудно, какие-то проблемы в семье. С этими детьми очень трудно работать, и к ним требуется особый подход. Но мы потихоньку справляемся, так как я не один, кто закреплен за этим отрядом, и совместными силами мы решаем все эти вопросы. Большинство детей, приехавших из Луганска, это курсанты Луганского кадетского корпуса. Они впервые в Абхазии. Вместе со всеми дети проживали в здании Ачимчирского лицея-интерната. Мероприятия, организованные для них, были насыщенными и познавательными. Дети много ездили по стране, общались между собой. Больше всего гостей впечатлили горы, море и древние храмы. Шикарная возможность побывать в такой солнечной стране с такими добрыми людьми. Это прекрасная возможность познакомиться с культурой, обычаями, познакомиться с людьми, новых друзей приобрести. Это шикарная возможность, и очень благодарен тем, кто это организовал. Много подружились с ребятами местными, ездили на экскурсии, смотрели, постоянно выходили на пляж, на море, в горы вчера ездили. Все было весело. Впечатления очень красивые, яркие. Повезло, что встретилась такая возможность приехать в такую прекрасную страну. Тут очень хорошо, люди добрые, уважают друг друга, хорошие экскурсии возят, на море ходим, дышим воздухом чистым. После войны вот это вы видите море и солнце. Вот январь, вчера настолько солнечно было, мы так сидели, 7 января, настолько солнца, у нас минус 19, здесь плюс 18. Здесь прекрасная солнечная страна, Абхазия. Мы надеемся, мы сюда еще вернемся и благодарим всех, кто содействовал этому. Мне здесь очень понравилось, так как солнце, январь, жара. Я вчера в футболке ходил, для меня это очень удивительно. Я хотел бы здесь еще провести время в этом лагере. Ой, тут вообще прекрасно. Такая погода, замечательная природа, горы, пальмы. У нас, конечно, сейчас там холодно, не так все красиво. Тут еще и море. Во-первых, это разрядка. Как-никак перемирие, все равно бывают глюки, бывают выстрелы. Здесь они этого ничего не слышат. Здесь они, во-первых, в коллективе, все вместе, знакомятся с новыми людьми, общаются, посещают массу конкурсов, какие-то развлечения. То есть, по сути, они расслабляются, отдыхают от того, что у них дома. Где даже сейчас, хоть мы немножко отстроились в республике, но все равно масса мест напоминает о боевых действиях.
уметь стрелять. Мы играем в разные игры, баскетбол, футбол. Ну, здесь весело. Играем, снова стреляем, на экскурсию ездим. Какая экскурсия больше всего понравилась? В Рицах. А что именно понравилось? Пещера. Мы играем в футбол, гуляем вместе, понравилось. Еще хочешь приехать, Ваня? Да. Молодец. Мне понравилось, что мы стреляли. Закрытие лагеря прошло в торжественной обстановке. Приветствовать участников пришли заместитель министра обороны Абхазии Владимир Ануа и заместитель главы администрации Очимчира Вячеслав Кучуберия. Гости поздравили детей, пожелали им мира и благополучия. Участники лагеря своими силами организовали концерт. Они пели и танцевали. Песен еще не написанных сколько, скажи, кукушка. Здесь дети получили положительные эмоции и заряд бодрости, преодолели барьер в общении и приобрели уникальные военные навыки. Время, проведенное здесь, они не забудут никогда и всегда с теплотой будут вспоминать о зимних каникулах в Очимчире.